1620 паломников из Ингушетии, в числе остальных миллионов мусульман, совершающих хадж, прибыли в долину Мина. Они проведут два главных обряда – бросание камней в столбы Джамарат и жертвоприношения. Здесь установили огромное количество палаток, в которых в течение 5 дней будут проживать паломники. Муслим Ганиев с места священных событий. Один день остался до того, как ингушские паломники переселятся в долину Мина. Здесь создан целый городок для паломников, расставлены палатки, все практически готово, осталось только заселиться. На протяжении нескольких дней ингушские паломники будут жить вот в таких палатках. Здесь достаточно удобно, работает система кондиционирования. Спать будут практически на полу. Здесь уже подготовили комплекты для всех хаджи. Он включает в себя коврик, средства гигиены, подушку и одеяло. А также есть и кресло. В каждой палатке в среднем разместятся более 150 паломников. Естественно, мужчины и женщины будут жить отдельно. Номер ингушского городка 31. Указаны там женщины, мужчины, потому что они должны быть раздельно. И везде вот полностью информация есть. Как только они будут заселяться, руководитель им укажет, в какую палатку надо заходить паломникам с каждого самолета. И быстро, оперативно их мы расселим к завтрашнему дню. Все обряды паломничества начинаются именно в долине Мина. Среди них стояние на горе Арафат, бросание камушков и пребывание в долине Муздалифат. Один из главных и центральных обрядов паломничества является стояние на горе Арафат. Сейчас она находится за нашей спиной. Высотой она около 50 метров. Говорят, что в день Арафат все, что попросит паломник, Всевышним будет услышано. Причем в долину Арафат входит не только сама гора, но и ее окружность в несколько километров. Ученые настоятельно советуют паломникам не подходить близко к горе, так как там бывает большое скопление хаджи, из-за чего можно получить увечья. А если не совершить именно этот обряд хаджа, то паломничество не будет полноценным. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, в своих изречениях сказал: «Аль-хаджу Арафа». Самое главное в хадже, в паломничестве, это нахождение в долине Арафат. И все молитвы, все призывы, которые совершает паломник на этом месте, они будут услышаны Всевышним, и паломник как бы становится хаджем на этом месте. Всего ингушские паломники проведут в долине Мина несколько дней. Далее возвратятся в Мекку и совершат там последние обряды хаджа, после чего отправятся домой. Первый самолет в Ингушетии вылетит 8 октября. Муслим Ганиев, Мейрбек Миржоев. Новости 24.